В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Отдавая дань уважения. Министр Ахмед Дудаев поздравил с Днем чеченской женщины и прекрасную половину человечества. Опора жизни. Поделимся историей жизни матери бойца Мансура Темирбулатова, Эйшат. Какая она образцовая чеченская семья. Наука и технологии. Профессионалы, каждый на своем месте. И даже каждый уголок в этой компании, он оборудован очень грамотно. Директор нашей телерадиокомпании Рузана Веселаева представляет в войнах на первом всероссийском медиафоруме о науке. Расскажем о работах, отправленных на конкурс нами. Прекрасная половина нашей республики занимает особую роль во всех сферах жизнедеятельности, подчеркнул в ходе выступления помощник главы региона министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев на мероприятии, приуроченном ко Дню чеченской женщины. Этот праздник берет свое начало в 2009 году и отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября. Слово Наталье Депутатовой. Поздравить сотрудниц министерства прибыл руководитель. Ахмед Дудаев не обошел вниманием ни одну женщину в зале. В своей речи он отметил особую роль прекрасной половины нашей республики во всех сферах жизни. Oostgehtjes beetje bilo machat, but er daar wel een hoogstdoes of de goed is, scholar, loris, geschwol, wal, als ik de wel een hoogstdoes en toen de we zo daar doda wel. Ga we maar zeer ter hadu hera, en nog je zoekt je dan ze we regen en opschist in een fond bugel ja, we maar haj daar de al wel boven en daar je het fond we ze wil sketch we na was we kan de dan een organisatie ska, maar saar we school journalist botchan do kodiasto. Шеровые меллио знаковые мероприятия шурчхайна так пошрить во виза так иду цуг милха шейта мокшли нода шуа меткёчун да има вон одешлачу фонд кюгел айолай майн хажи далде алва духе. Конечно же, не обошлось без цветов и денежных вознаграждений. Для присутствующих выступили артисты чеченской эстрады с популярными песнями. Женская половина министерства всегда в авангарде событий, и особо приятно в преддверии праздничного дня получать поздравления от руководства республики. История военха ногчи зудершда има балхяга бухалогина будела Рамзан Ахматович. Байпачху диндол дох совгат ду зудри дл календаря дедара и чо дох совгат ду он му баркал алдиза сахатан пачо дакки дишту خيدين دوسين الله ريز خيلصن رزق خمدة دال مكشل والتونا تنان أيماننا تنيجرشنا. Каждое третье воскресенье сентября ежегодно чеченских женщин чествуют по всей республике. В самых отдаленных уголках нашего региона звучат поздравления в их адрес. День чеченской женщины был установлен указом главы региона Рамзаном Кадыровым. Это дань уважения всем матерям, бабушкам, женам, сестрам и дочерям, которые во все времена на своих плечах выносили тяготы и лишения народа и были опорой для близких и республики. Истоком празднования стали события 200-летней давности. Тогда, в 1819 году, войска генерала Ермолова сожгли село Дади-Юрт. Захваченные в плен 46 девушек во главе с Дадин Айбикой при переправе через Терек бросились в воду, не захотев, чтобы их касались руки тех, кто повинен в убийстве отцов, матерей, братьев и сестер, тех, кто повинен в сожжении села. Наталья Депутатова, Мовсар Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести Чеченская Республика.
Ко Дню чеченской женщины мы запускаем цикл сюжетов о представительницах прекрасной половины человечества. Сегодня расскажем об Айшат Темирбулатовой. Она воспитала 4 сыновей. Один из них работает в специальном полку полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, внося свой вклад в защиту мира на родной земле. А еще неоднократно принимал участие в СВО. С подробностями Мадина Кураева. Смотря этот альбом, Айшат Темирбулатова с радостью вспоминает детство домочадцев. Все свое время она посвятила семье, заботясь об их духовном развитии. هند أشي نيدك يا هاشوا كانت يا عم سخيلا يا دلها يعري نسريخ خول بح. 4 сыновей. Старший покинул этот мир 2 года назад. Как и для любой матери, это сильный удар, но женщина проявила стойкость и терпение. Айшат с самого детства преодолевает трудности. В тяжелые годы для народа она сумела вырастить детей и дать им правильное воспитание. تهان حونا وشخليت كإناس إز دورشنا وشخليت كإناس إيش تهان سين دوزر خليت كإنا أيضا ومحكن يحكي كنتي خليتا كإنا قصش. Сыновья оправдали главные надежды любой матери, став надежной опорой и достойными представителями народа. وقتن يعتقد بر وقتن غلقي حجر وميت بوست عقل شيء وميت شعب تضغطن شو أو الدولة ما ديش شكله خزيق عن больше. Второй сын Мансур Темирбулатов работает в структурах более 20 лет. Не раз был отмечен наградами. С 2010 года перешел в специальный полк полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Занимает должность заместителя командира взвода. График насыщенный. Мансур передает боевой опыт подчиненным. Это ранние подъемы, теоретические и тактические занятия, наставления, учат своих братьев самым важным ценностям. نياك أنتي إيش ديك تعش دشو دالدين كردو أشتو دبرويل يريزي هالشت وانا بولكي متصدليت نتوا يبيوغا تليل انت بس تانا أكوراتنا ليلا دي نتوا يا جو خينان دي عاغيت تيش مي خلال دي تيش مي عنا واشنا عاي وجري سن شيك أنتي بورش سن تيش مي خلال سيك لا مصدر تيش مي خلال Несколько раз со своими товарищами принимал участие в СВО на Украине, спасая мирное население, освобождая территории Донбасса от нацформирований. Показал высокий боевой уровень и готовность выполнить любые поставленные задачи, какими сложными они не были. Мансур признается, поддержка матери помогла и помогает ему. نانو يدال تان باغا بيش بقينش كيجينش دال ديكنز بوكشليت باغبوي. Темирбулатова семья, где бережно относятся к религии, традициям и обычаям, где не на словах, а на деле знают, что такое честь и любовь к родине. Айшат – пример настоящей горянки. В ее глубоком взгляде отражены мудрость, смиренность, доброта и теплота души. В преддверии праздника желают всем чеченским женщинам здоровья, терпения и душевных сил. Чеченская земля всегда славилась такими женщинами, как сегодняшняя героиня, воспитавшая достойных детей. В честь них республика ежегодно в 3 воскресенье сентября чествует наших дорогих мам, сестер и жен. Мадина Кураева, Сайдали Ампукаев, Харун Абдулаев. Вести. Чеченская республика. В центре столицы республики прошла благотворительная ярмарка в честь Дня чеченской женщины. Мероприятие организовали дошкольные учреждения подведомственные департаменту дошкольного образования Грозного. Для гостей подготовили специальные танцевальные и песенные номера, а также множество самых разных национальных блюд. Деньги, вырученные из тех продажи, будут направлены в помощь женщинам с ограниченными возможностями здоровья. Любой желающий может сегодня прийти, попробовать наше национальное блюдо, посмотреть на наших воспитанников. На наш взгляд, это очень важная акция, как для наших воспитанников, так и для женщин, которым будет оказана помощь. В Челябинске проходит первый всероссийский медиафорум «Опережающее время. Люди науки». Он приурочен к 120-летию со дня рождения ученого Игоря Курчатова.
Мероприятие призвано продемонстрировать научный и технологический потенциал страны. Также в рамках него будет проведен и творческий конкурс. Нашу телерадиокомпанию на медиафоруме представляет директор Рузана Висилаева. Турпал Тайсумов продолжит тему. Новые достижения и разработки российских ученых, представителей научных и образовательных сообществ, а также медиа-менеджеры, журналисты и не только. Челябинск принимает Всероссийский медиафорум «Опережающее время. Люди науки». Он проходит впервые и включает 60 регионов страны, одним из которых стала Чеченская Республика. А началось все с пленарного заседания «Синтез науки и промышленности» как основы технологического суверенитета России. Отражение в медиапространстве. Участие в нем приняли губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Он отметил, что средствам массовой информации необходимо рассказывать об отечественных достижениях науки, чтобы людям было понятно и интересно. Спасибо всем участникам, а их, еще раз повторюсь, сегодня здесь присутствует более 140 человек. Да? Собственно, у нас с вами действительно такая, наверное, непростая, но очень благородная миссия – популяризировать науку, рассказывать о ней и, в общем, побуждать, еще раз повторюсь, интерес у молодежи к науке. Я хочу отметить особую роль именно региональных средств массовой информации в, еще раз повторюсь, популяризации вообще наших научных достижений. Коллеги так много делают замечательных работ на эту тему, рассказывают обо всем маломальски интересном, вот, что придумывает сегодня человек. Все изобретения в области медицины, опять же, там, да, генетики, селекции. Это очень важно. Здесь также прошла встреча руководителей региональных СМИ холдинга ВГТРК с губернатором Челябинской области. В ходе нее обсудили темы, связанные с подачей материала по развитию научной сферы страны. Рифат Сабитов отметил, что форумом заинтересовались многие представители средств массовой информации. Но не у каждого получилось приехать и самому увидеть, насколько масштабно организовано мероприятие. Я очень рад, что наши коллеги из кавказских регионов приехали. Чеченскую республику Рузана представляет Висилаева, Тимур Кусов, Северная Осетия. Лушкин, наш товарищ, к сожалению, приболел, тоже хотел приехать, но вот очень рад, что тоже к ним попал. И когда мы с вашей поддержкой организовывали этот фестиваль, который превратился действительно в форум, совершенно неожиданно там, да, я, конечно, честно говоря, много чего ожидал от нашего фестиваля, но вот само открытие, вот эта задумка, когда представлены все регионы с флагами, потрясло просто воображение всех наших коллег. Это, на самом деле, такое, знаете, уважение к каждому региону нашей большой страны. Сразу после участники медиафорума отправились на большую научно-познавательную экскурсию, где им представили местный экологический завод, выставку робототехники и искусственного интеллекта. В каждом свои уникальные решения и польза. Она оценивает влияние дорожного транспорта на экологическую среду города. Причем здесь нет таких дополнительных датчиков, которые измеряют концентрацию газа. Это полностью технология искусственного интеллекта, и она базируется уже на имеющихся в городе камерах видеонаблюдения, например, которые контролируют дорожное движение, аварийную ситуацию. Вот. Я понимаю, у каждой машины есть типа паспортные характеристики. Вот, и искусственный интеллект ловит конкретную модель, по ней определяет возможный объем выбросов, ну и дальше как бы агрегирует, суммирует, ну и как бы выдает с учетом задержки на перекрестке, с учетом ее скорости. Кроме того, делегация побывала в гостях на территории ГТРК «Южный Урал». Средства массовой информации нашего региона на форуме представляет директор ГТРК «Войнах». В здании коллег Рузана Висилаева вместе с другими участниками ознакомилась с технической составляющей работы Челябинской телерадиокомпании. Очень огромный потенциал телеканала, очень многое сделано за эти годы. И я уверена, что еще больше вы наберете обороты. От всей души поздравляю ваш коллектив. Профессионалы, каждый на своем месте. И даже каждый уголок в этой компании, он оборудован очень грамотно, очень функционально. Мне понравился ваш стенд. Ретро, прекрасная, гримерная, студии, радиостудия тоже, и аппаратная, звуковая. Очень все грамотно, аккуратно, чисто. Я думаю, что можно многое применить у нас. Для гостей провели мастер-классы от профессионалов СМИ, а также творческие лаборатории и презентации проектов. Одним из ярчайших событий станет церемония награждения победителей конкурса журналистских работ. Для участия их было отобрано 300 вариантов со всей страны. ГТРК «Войнах» представил для соискания побед сразу 2 работы – новостной репортаж и радиопрограмму. Турпал Тайсумов и Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская Республика.
И новость, пришедшая только что из Челябинска. Журналист нашей телерадиокомпании Асланбек Атуев с материалом о чеченском педагоге Магомеде Дадашеве завоевал первое место в номинации радиопрограмма «Люди науки». В своей работе Атуев рассказывает о жизни ученого, о его профессиональной деятельности. Приз вручили директору ГТРК «Войнах» Рузане Весилаевой. Напомню, медиафорум проходит впервые, и такие результаты чеченских журналистов, безусловно, радуют. Побеждает Асланбек Атуев, ГТРК «Войнах». Аплодисменты победителю в номинации «Радиопрограмма» Асланбек Атуев, ГТРК «Войнах» и его радиопрограмма «Люди науки». О жизни и научной деятельности одного из российских ученых, внесших большой вклад в мировую науку, доктора физико-математических наук Магомеда Дадашева. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев. И пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.